Сегодня 27 августа 2022 года. Была встреча выпускников. Здесь я сейчас буду общаться с главным физкультурником города Комсомольск-на-Печоре, Бывшим Иваном Филипповичем ветераном, Девятковым. которому Так. 70 полных 7 лет. Отлично выглядишь. Посмотри сюда на меня. Сейчас отлично выглядишь, как юный. Мы сейчас попробуем спуститься по улице Комсомольская к Печоре, да? К берегу Печоры. Где раньше был Голубой Дунай. Так, ты можешь держать вот так вот, аккуратно, вот так вот. Только камеру не закрывать вот так, да. Вот так вот. Где твоя рука? Вот так вот, да. И в итоге налево. Туда-сюда налево мы едем, да. Да. Вращать. Так, когда-то была здесь дорожка, где туда показывать. Так, может туда показывать, да. Была дорожка к Голубому Дунаю, да? Она была поверху. Поверху была. А потом со так, временем... ты смотри, как, чтобы там отражалось нормально. Я... Нет, ну вот видишь, отражается. Как бы вот так вот держи, вот так вот. Тот берег. Тот берег. Я ж слепой, так уже слабо вижу. Так, ты стрелок нормальный. Вот да. Потом сделали, подвели там дорогу здесь. Так, не камеру. И возили лес по этой дороге, где мы едем, возили даже лес. То есть... изуродовали дорогу. Полный, так сказать... Алис Махер. Ну и вот уже стал со временем, потоки весенние уносят, и грунт, какой овраг стал. А был просто берег ровный, такой же, вот как эти бугорки справа и слева. Здесь было овраг был. Не вот, было его. Такой маленький был овраг. Да, глиняный. А вот. Потом бульдозерами, значит, всколыхнули, и все, каждый год больше и больше. Разумею. А ямы, естественно, печорские, где жила когда-то красная рыба семга, меньше и меньше ямы стали. А семги практически сейчас нет. Так, итак, мы выехали на берег Печоры, да? Да. Вот. Так, и остановимся, выйдем на улицу. Вспомним, где был родник. Ты помнишь, здесь был где-то родник? А вон он и продолжает. Вот Голубой Дунай, где-то вот тут родник. Так, давай выходим на улицу потихонечку. Чуть-чуть окно призакрыть, да? Призакрыть, да. То она выскочить может? Я затрудняюсь сказать. Собака выскочит, либо нет. Джек остается на месте. А мы выходим. Здравствуй еще раз. Здравствуй, дорогая Печора. Так, Иван Филиппович, где был родник? Была труба так шла, и можно было в бетончик набирать. Так она где-то тут была те годы еще. Вот так, Голубой Дунай вот здесь был, да? А он вот тут, вот прямо вот здесь он и был, вот здесь. Помнишь вот ты? этот Хорошо, бугор. Да? Я его хорошо помню, конечно. Почему его хорошо помню? Потому что одноклассник Волков Владимир Николаевич, отец которого был начальником лесопункта, мы одноклассники. И я к нему иногда сюда, он из интерната Троиц-Печорска, я приезжал с ним. И какой-нибудь весенний май, когда сложной дороги-то было. Но самолеты-то летали 5 раз, а то и 6 в день. Набралось 10 человек. Лететь, заходим в диспетчерскую авиационную, у нас 11 человек. Ну мы плодим за 12. Полетели. Вот таким образом. Все было просто, да? Да, СССРовское время, согласен. Все было для людей, ради людей. А сейчас и ради денег. Жилось. И работать хотелось, чтобы полететь, поехать. И была уверенность в завтрашнем дне, самое главное. Да, да. Так, ну давай, покажи, где труба выходила. Она где-то вот тут была. Труба. Это когда стали тут ездить дорогу, ее, я помню, согнули, было случай. Так, а может быть ниже, нет? Нет, там ничего нету. Ну, по-моему, трубы я в тот раз искал, не нашел никакой. Потому здесь, что, да, здесь. Да, потому что деформировали, почва просела, и все эти... Ну, по крайней мере, скажу так, берег Голубого Дуная, если таковой, сейчас примерно вспомнить 70-71 год, возможно, он стоял вот здесь на бугре.
Да, прямо, да. Значит, та сторона вся была заложенная лесом, называлась штабеля. И, естественно, живое течение Печоры весенний, оно било этот берег. Хотя вот здесь как раз поворот, и она била его. И сваи, я помню, Голубого Дуная, я уже здесь работал, по-моему, несколько этих опор, свай, или назовем их как, они повисли. И мы тогда приходили, молодежь, оно уже все опасно было. И со временем, быть может, он вот здесь был. Понял, да. Ну давай следующее. Еще раз напомни, с какого ты года в Комсомольске на Печоре? Значит, я защитил диплом в июне месяце. Пойдем к речке И выйдем. сразу уехал. Какого года? 70-го года. И уехал в Сочи отдыхать. Один товарищ, друг по спорту, там был, в пионерлагере. Мне тоже предлагали, но я не поехал. Между прочим, знаменитый человек предлагал ехать туда пионер-вожатым или каким там вожатым физкультурным. Корнюшин, в Ухте знаменитый этот, комсомольский вожак. И я туда поехал, и, значит, приезжаю сюда 26 апреля. Валентин Ермолаевич Попов дает мне, директор леспромхоза, 3 оклада. Ну, не он дает, бухгалтерий, дал приказ, указ, подписал все мне. 3 оклада вперед, и иди, говорит, к коменданту, ищи, смотри жилье. Вот так было в СССРовское время. Так, вот смотри, наверное, вот здесь где-то родник был. Вот видишь, вот Может здесь. быть, Вот здесь. Где-то, может, где-то. Здесь был. Тут тропа же была. А культуры, да, и здесь был сход. И был родник, как в Лозами остался он. И водичка эта течет. Он был культурным. И я пацаном сюда с бетончиком ходил, набирал родниковую Помню я воду. про трубу, ну именно место-то стало Так. Итак, то есть ты с апреля месяца 1970 года. Нет, 24 июля. Июля находишься в Комсомольске на Печоре. И по сегодняшний день по прописке 26 июля. Все, уразумел. Так, делаем паузу, делаем небольшой такой диораму поселка. Вот тот твой дом, где ты живешь, да? Да. Ему 26-27 лет. Это дом для пенсионеров, да? Да. Строили, значит, Крюков Борис Анатольевич директором был, совместно с председателем постсовета, наша Тамара Васильевна Дубовицкая, ну она помладше, но она главой была. И вот тогда все как-то... Там ванна, туалет есть, либо нет? Туалет есть, а ванны нет? Нету. Не полностью благоустроенный, не полностью. Частично. Да. Так, вот получилось, что мы с твоим братом Григорием вот так гуляли, и внезапно он ушел туда, в небеса. Так, давай обожди сейчас. Что случилось с ним? 6 октября прошлого года я его хоронил в Ухте. В Ухте он заболел, прихватил коронавирус, и эта болезнь его не покинула. Увезли в Шудаяк отсюда. Он в Устюню даже еще съездил с сыном, но уже он там не мог. 39,2 было. И, значит, 4-го... Ну, по крайней мере, для потомков, для внуков, для правнуков его голос, его вид живой остался в интернете. Угу. Ну, Григорий лыжник был. Тренировались вместе. Нет, я не к тому. Я к тому, что фотографии молчаливые. Да. Они динамику, они синергетику человека, его эмоции, его говор, тон, полутон не передают. А вид есть. А когда видео, оно все более информационно. Да.